Варшава, 10 июля 2026 года. Комитет Башкирского национального движения за рубежом пригласил меня на открытие выставки, посвященной башкирскому народу и политзаключенным из числа башкортов, которые находятся в застенках путинского режима. Я буквально с корабля на бал только-только приехал, и вот пришел, и буквально в первые секунды мероприятие уже идет, и я буквально вот первые свои впечатления озвучиваю, дорогие друзья, перед вами. Возможно, удастся даже с кем-то пообщаться и, может быть, сказать пару слов. В общем, давайте смотреть. Я в Литве с 2005 года нахожусь и тесно общаюсь с разного рода иностранцами из дальнего и среднего зарубежья, не из бывших советских республик. И меня поначалу поражало, а сейчас уже я и не удивляюсь, никто не знает Башкортостан. К огромному сожалению. Ja mieszkam na Litwie od 2005 roku i cały czas mam kontakt z mieszkańcami. Удивительно, потому что наш народ живет на своих территориях, исконных от Волги до Тобола, когда-то он их занимал, и от Камы до Яика. Это огромная территория, сравнимая с Польшей. To jest bardzo. Идея и цель, мне кажется, понятна, донести до политиков, до жителей, до людей, которые в Европе, про проблемы наших народов, про большую глобальную проблему по названию Россия, рассказать о наших проблемах, что у нас болит. Вот сегодня то, что сидят ребята, женщины, молодые люди, мужчины в тюрьмах, не есть хорошо. И, как я уже сегодня в своей речи сказала, что это провокация со стороны властей с целью напугать наш народ, потому что они боятся нашей силы все-таки. Дальнейшее развитие планируется, эта выставка переходить из страны в страну. В дальнейшем, в ближайшее время будут проходить в странах Балтии и дальше по другим странам Европы. После этого планируем уже переехать в Америку и по Америке тоже повозить. А кого можно благодарить за помощь в организации, за собственную организацию? То есть Лига свободных наций, как я понимаю, да, приняла участие. И, наверное, были какие-то сложности организационные, финансовые, в конце концов. Да, все делалось со стороны Лиги, помогающие были спонсоры. Всю работу выполнила Лига свободных наций, поэтому стоило бы благодарить именно Лигу. Очень помогала нам представительница народа Саха, которая живет в Варшаве. Ее усилиями, Раиса Зубарева, ее усилиями все это было выполнено здесь, потому что мы знаем, в Европе очень большая бюрократия, все это нужно было заказать, согласовать с городской властью. Все она это проделала, потому что у наших башкирских представителей в Варшаве нет. Где-где, но в Варшаве нету. Да, это понятно, и действительно это очень ценная помощь, я согласен. Ну что ж, а какие впечатления, собственно, у тебя как у организаторки, да, получается? Есть ли удовлетворение от того, что произошло, от того, как люди встретили, как отреагировали те, кто, может быть, случайно увидели это? Несмотря на дождь, да, который вот я заметила и на Биеннале в Италии, также вот под дождем все это проходило, и здесь мне, человеку, который редко видит дождь, я очень рада. Народ интересовался, приходил, смотрел плакаты. Пока были у нас еще наглядные работы, да, вот очень красивые буклеты были сделаны на польском языке. Поэтому мне кажется, люди, которые заинтересовались, они уже запомнят это мероприятие. Interesting, very interesting that you did that. Very good, very good. Yeah, thank you. Thank you.
Усилиями Лиги, представителями разных народов, которые состоят в Лиге, была проделана вот эта громадная работа. На самом деле готовилась почти год. Поэтому, да, нам нужно благодарить Лигу. Мы сила, значит, мы можем такие дела проделывать. Спасибо. Спасибо большое, Зур Ахмед. Przeciwnie, jest warunkiem trwałego pokoju. Dlatego wystawa, którą dziś otwieramy, jest czymś więcej niż dokumentacją represji. Jest aktem pamięci, jest aktem solidarności. В ходе открытия выставки в центре Варшавы начался дождь. Несмотря на это, участники, собравшиеся, послушали выступающих, все желающие высказались. Я тоже сказал несколько слов. Ну, надо сказать, очень приятное ощущение от того, что такие вещи происходят в свободной европейской стране. Нашему народу дают возможность заявить о себе, сказать о своих проблемах и выразить надежду на то, что у нас будет будущее, в которое хочется и верить, и ради достижения которого хочется прилагать усилия. Спасибо, друзья. Ставьте лайки. Будьте с нами.